Молдавии за 2 дня до проведения парламентских выборов многочисленные демонстранты приветствовали новоизбранного президента Румынии Клауса Йоханниса. Свой первый визит он нанес в штаб-квартиру проевропейской либерально-демократической партии, которая, согласно предварительным опросам, незначительно опережает пророссийскую оппозиционную партию. Клаус Йоханнис заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь Молдавии вступить в Европейский Союз. Этнические киргизы, живущие в отдаленных районах Памира в Афганистане, получили гуманитарную помощь от правительства Киргизии. Около 2000 этнических киргизов живут в высокогорных районах без элементарных удобств и учреждений, в том числе без школы и больницы. В этих районах высокая детская и материнская смертность. Казахстан. В главной мечети Алма-Аты состоялась пятничная молитва с ярко выраженным политическим подтекстом. Верующим было сказано, что долг мусульманина подчиняться власти. Неповиновение означает противодействие Аллаху. Имам прямо не назвал имя президента Нурсултана Назарбаева, но очевидно, что эта молитва была приурочена к дню первого президента Казахстана 1 декабря. В столице Казахстана Астане прошел фестиваль тюркской моды, приуроченный к открытию международной выставки Kazakhstan International Halal Expo 2014. В демонстрации костюмов и нарядов приняли участие около 100 компаний из 8 стран. Они также принимают участие в торговой гастрономической ярмарке Kaz Food 2014, которая завершится 30 ноября. В столице Грузии Тбилиси открылась ярмарка детской книги. На выставке представлены грузинские книги и, главным образом, зарубежные книги в переводе на грузинский язык. В презентации участвуют несколько грузинских писателей, пишущих для детей. Посетители могут приобрести книги со скидкой. Ярмарка закроется 30 ноября.